для начала давайте вспомним, с чего начался этот политический процесс, что он из себя представляет, почему и как развернулись политические репрессии в Ингушетии. Для этого обратимся к 2018 году, 2018 год. Неожиданно жители республики узнали, что часть их территории по соглашению с соседом, с Чеченской республики, переходит в соседнюю республику. До этого эта территория считалась территорией республики Ингушетия. Все это произошло без референдума, без каких-либо обсуждений в обществе. Вот так неожиданно республиканская власть поставила народ перед фактом. Но, естественно, это взорвало ситуацию в Ингушетии. Население негодовало. Начались митинги, которые проводила, организовывала оппозиция. И вот тут та оппозиция, ингушская оппозиция, которая до этого была немногочисленна, но смотрите, на митинги, в лучшем случае выходили до этого митинги оппозиции, несколько сотен человек, которая была достаточно разрознена, обрела силу, голос, она сумела объединиться сама и включить себя в новых людей, самых разных людей. И она стала говорить действительно от имени ингушского народа. Смотрите, на митинге, который в центре столицы Ингушетии, в городе Магаз, проводила оппозиция, приходили десятки тысяч человек, 40, 50 тысяч, больше даже. Представьте себе, для небольшой республики, где население составляет 500 тысяч человек, 50 тысяч человек, собравшихся на центральной площади, это получается каждый 10-й житель пришел на митинг. А если учесть, что митинги беспрерывно продолжались на протяжении 2 недель, повторяю, точно беспрерывно, и ночью не уходили люди с площади, то через эти митинги прошло, конечно, значительно больше людей. Некоторые говорят, даже до половины населения республики. И что важно подчеркнуть, на протяжении этих 2 недель лидеры оппозиции проявили такую мудрость, осторожность и четкость в организации, что не было ни одного случая, который можно было бы назвать созданием опасности для кого-то, нарушением общественной безопасности. Все было четко, мирно, слаженно, и даже мусор убирали. Никаких помех ни прохожим, ни действию, различных учреждений не было. И в целом общество Ингушетии проявляло большую мудрость. Я не могу тут не сказать и про республиканские власти Ингушетии, которые проявляли разумную осторожность, и за эти 2 недели не было даже никакой попытки разгона. Понятно, что это не могло вызвать настороженность и даже, наверное, негодование у федеральных органов власти. Во всей путинской России в этот период, как и сейчас, любые попытки оппозиционных митингов стремятся подавить, запретить, сделать невозможным мирный протест. И тут нате вам, эта небольшая республика показывает такой пример всей России. Именно пример России был показан ингушским обществом. Это не могло не вызвать настороженности и желания пресечь это со стороны федеральных властей. Да, оппозиции тогда не удалось добиться того, что она хотела. Соглашение было в результате давления федеральных властей продавлено, оно было заключено, глава республики Евкуров оставался у власти. Но оппозиция обрела силу, голос, создавала новые структуры, укоренялась все больше и больше в обществе. Ну а дальше последовала провокация, которую можно было ожидать. Весна 2019 года,
вбрасывается в общество информация о том, что теперь закон о референдуме будет изменен, а теперь можно и статус республики менять, хоть до соединения с соседней республикой, и территорию любую отдавать без референдума. Ну как? Естественно, это вызвало новый всплеск негодования. Потом эта провокация была как бы дезавуирована властями, да-да, но это была техническая ошибка, было сказано. Господин Куров отозвал закон, но митинг уже был объявлен. На митинг опять пришла масса людей. Митинг проходил абсолютно спокойно и без эксцессов. Он был объявлен так же, как и осенью прошлого года, бессрочным. И тут последовала вторая этап провокации. В Ингушетии накануне были введены войска республиканской гвардии из соседних регионов. Именно эти молодые люди, не знающие ни менталитет, ни обычаев, ни традиций ингушского народа, были брошены на толпу для того, чтобы разогнать силой дубинками, с применением силы. А в толпе были уважаемые пожилые люди. Понятно, что их ингушская молодежь не могла не защищать. Естественно, последовало сопротивление и столкновение. И опять хочу сказать о той мудрости, которую проявила ингушская оппозиция в лице своих лидеров, в том числе части из этих 8, о которых мы говорим, фигурантов политического процесса нынешнего. Именно благодаря мудрости этих лидеров удалось остановить эскалацию насилия. Именно благодаря им ингушская оппозиция, те, кто протестовал, спокойно, организованно и мирно покинули площадь. Ну а дальше последовало то, что последовало. Массовые репрессии, аресты рядовых участников протеста, аресты лидеров. И вот сейчас мы являемся свидетелями этого большого политического процесса, направленного на то, чтобы обезглавить ингушскую оппозицию. И последнее, что я хочу сказать. На протяжении, ведь ингушское дело это не только этот процесс над лидерами ингушской оппозиции. До этого на протяжении почти 1,5 лет шли процессы над рядовыми участниками протеста. Они все были осуждены, но заметим, с маниакальностью Следственный комитет пытался всячески протащить, вначале Следственный комитет, потом прокуратура пытался всячески протащить мотив политической вражды, развившейся под влиянием лидеров ингушской оппозиции. В обвинительных заключениях каждого рядового протестанта было чуть ли не в каждом абзаце. Под влиянием лидеров оппозиции по мотивам политической вражды и дальше те деяния, те сопротивления органов власти. Ну, так вот, я должен сказать, ни один фактически из тех, кого уже осудили, не признавал этого. Ни один не согласился с такой трактовкой. Ну, несмотря на это, понятно, в их приговорах все это есть. Ну вот, собственно говоря, все, что я хотел сказать. Еще раз хочу обратить внимание. Одни из самых массовых репрессий в России нынешней и один из наиболее важных и серьезных политических процессов, который сейчас идет над лидерами ингушской оппозиции. Спасибо.